у вас есть действительно у самой намерение выдвигаться кандидатом в президенты? Мечтала об этом всю жизнь. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч? Но так мы напомним. Уходи! Уходи! Там в политике, куда вы рынулись, не понимают другие законы. Застрелись, офицер! Милиционер – лицо неприкосновенное. Ребята, спасибо вам. Вы красавцы. Вы красавцы. Прывітанне. Меня зовут Дмитрий Гурневич, я журналист Радыё Свабода. Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна супраць народу» ў жніўні 2020 году. Ён расказвае пра пратэсты пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іх страхі і слабасці, пра тое, як усё выглядала знутры. Пра гэта нам раскажуць былыя сілавікі, чыноўнікі і тыя, хто ўсё вырашаў, хоць і не думаў, што пра гэта стане вядома. Дзякуючы групоўцы кіберпартызаны і ініцыятыве «Байпол» у сеціве з'явіліся гадзіны тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства пра падаўленне пратэстаў. Запісы гэтых размоў рабілі спецслужбы Беларусі, але базу дадзеных з гэтымі файламі потым узламалі кіберпартызаны. Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Выборы 2020 году абяцалі быць непрыкметнымі і нуднымі. Лідзія Ярмошына, як і на папярэдніх 5 прэзідэнцкіх выбарах, абвясціла пераможцам Аляксандра Лукашэнку. Але ўжо сама кампанія паказала, што адбываецца нешта, чаго ў Беларусі не было ніколі. У выніку ўзнік найбуйнейшы за гады існавання дзяржавы палітычны крызіс. І роля сілавікоў у ім адна з ключавых. Пра радыкальныя зрухі ў краіне стала зразумела за некалькі месяцаў да выбараў. Хто з прэтэндэнтаў мае рэальную падтрымку, выявілася яшчэ падчас збору подпісаў і перадвыбарчай агітацыйнай кампаніі. Падтрымка апазіцыйных удзельнікаў змагання за ўладу была настолькі масавай, што людзі ўпершыню паверылі ў магчымасць перамогі незалежнага кандыдата. Тое, што нешта ўжо пайшло не так вясной, гэта пэўныя людзі ў сістэме яны адчувалі. Анатоль Котаў у момант выбарчай кампаніі працаваў у кіраўніцтве справамі прэзідэнта. Гэта ўсё пачалося з ковіда. Гэта хвароба, гэта небяспечная хвароба. Яна увайшла ў кожны дом, так мовіць, з экранаў тэлебачання, і сам Лукашенко, ён казаў, што гэта ўсё, так мовіць, нейкія несур'ёзныя рэчы, а гэта ўсё ўвогуле нешта фэйкавае, нехта прыдумаў, і калі нехта памірае, то ён сам вінаваты ў тым, што ён памёр. Таксама вінаваты ў тым, што ён захварэў. І вось гэта, канешне, яно не дадавала нейкага аптымізму. Но вось ковід, на жаль, для сістэмы ён апынуўся тым тэстам, які яна не здала. Дату выбараў 9 жніўня абвясцілі напярэдадні Дня перамогі, прывязаўшы да гэтага пэўную, на іх думку, сімволіку. Эта дата хотя бы символична, потому что сегодня, завтра, в день Великой Победы, начинается главная избирательная кампания страны. Але нешта пайшло не так. Скажите, пожалуйста, у вас есть действительно у самой намерение выдвигаться кандидатом в президенты, или вы просто спарринг-партнер? Мечтала об этом всю жизнь. Гэты адказ Ціханаўскай на пытанне Ярмошынай можна было б цалкам справядліва лічыць фразай году. А як Ціханаўская сёння узгадвае тыя некалькі месяцаў перад выбарамі? Знаете, я вот глядя назад, я понимаю, что постоянно у меня было чувство страха. Ты не знаешь, как действовать, что делать. Ты оказался здесь совершенно случайно. Первый шаг был ради мужа. Но потом, когда я увидела те многотысячные очереди, ты понимаешь, что что-то начало происходить. Но я помню каждодневное чувство страха.
Было не толькі страшна. Ціхановскай, якая не была палітыкам, не хапала досведу. Яна адчувала разгубленасць. Еще было ощущение хаоса. Ты просто не знаешь, что делать. Ты вот в это влился, как и все белорусы, а куда двигаться без опыта, без понимания целостной картины, ты просто идешь вместе с людьми вперед. Нам тогда казалось, что мы уже победили. Мы победили свой страх прежде всего, безразличие свое победили, но репрессивную машину тогда победить не смогли. Улады ўжо за некалькі месяцаў да выбараў занепакоіліся зменай грамадскіх настрояў і пачалі рэпрэсіі. Арыштавалі актыўных палітыкаў, блогераў, вывелі з гульні галоўнага апазіцыйнага кандыдата, банкіра Віктара Бабарыку. Пачалася падрыхтоўка рэпрэсіўнага апарату да дня выбараў. Улады былі гатовыя ўжыць сілу супраць патэнцыйных пратэстоўцаў. Вчера состоялось селекторное совещание с министром внутренних дел по вопросу обеспечения защиты личного состава. Гаворыць Віталь Казлоў, першы намеснік начальніка УУС Менскага аблвыканкама, начальник милиции громадской бяспеки. Начальник УВД все акценты расставил, порядок работы определил. Но для вас еще раз, чтобы вы понимали и осознавали, слова министра, которые кардинально изменяют наши подходы в работе по охране общественного порядка. И можете себе пометить в ежедневнике. Милиционер – лицо неприкосновенное. Любая форма воздействия насилия, будто физическая, будто психологическая в форме наездов по телефону, оскорблений и так далее, должна пресекаться незамедлительно по всей строгости закона. Атмасферу гэтых дзён успамінае Андрэй Астапович, былы следчы са следчага камітэту ў Менску. Я не отслеживал вообще ситуацию за политикой, вообще ноль. То есть, если что-то и происходило, то конкретно я это особо не заметил. Примерно до момента задержания, наверное, Тихановского. Во-первых, его задержали, потом Бабарика или наоборот. Но вот когда их начали задерживать, вот тогда я начал уже что-то по Ютубу посматривать. «Честные люди» уже какие-то ролики рекламные, насколько я помню, появлялись. Посмотрел тогда выступления кандидатов. Очень немного заинтересовался и буквально сразу практически пошли вот эти вагнеровцы. Это уже касалось там сотрудников моего отдела, кому я был прикомандирован. Их там по тревоге поднимали. И следующее, там через пару дней сразу нагрянула вода, вот эта загрязненная. Поэтому как-то сильно за политической ситуацией я не успел понаблюдать абсолютно. Але вядома, так было не з усімі. У пэўных колах кіпела праца. Васильевич, поступила задача, сверхзадача. Гэты аўдыёзапіс зроблены 15 траўня 2020 года. У размове удзельнічаюць Мікалай Максімовіч, намеснік начальніка міліцыі грамадскай бяспекі і ўправлення ўнутраных спраў Менаблвыканкама, і Владзімір Станілевіч, намеснік начальніка ўправлення аховы правапарадку Міністэрства ўнутраных справаў. За сегодня-завтра надо, чтобы каждый регион определил, с кем будет работать на выборах. Работать в кавычках, то есть тех оппозиционеров, на которые надо обратить внимание. С кем нужно работать, кто может повлиять негативным образом на избирательный процесс. То есть такие отъявленные головорезы, которые сволочи. Карысныя парады даваў і тагачасны міністр унутраных справаў Юрый Караев ад самога Лукашэнкі. Прямо передаю задачу главнокомандующего. Все население, наши, не наши, оппозиционеры, пособники Ивана Сусанина, пособники американских зеленых беретов, все должны рассказывать. Те, кто за зеленых беретов, должны рассказывать про китайских боевиков у нас. Те, кто за китайцев, должны рассказать про зеленых беретов. Но все должны на всех стучать. У гэты час Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала кандыдаткай Святлану Ціхановскую. Чаму улады зрабілі гэты фатальны для сябе крок? Меркаванне Анатоля Котова. Дзеля смеху. Інакш гэта патлумачыць проста немагчыма.
Бабарыку не зарэгістравалі, Цапкалу там таксама, і вось трэба было знайсці некага для біцця, фактычна, каб атрымаць вельмі лёгкую перамогу. І насамрэч, калі б не аб'яднанне трох штабоў, калі б не адбылося вось гэтае адзінства, якое стало фактычна пазней сімвалем пратэсту, сімвалем пратэснага галасавання, нічога бы не атрымалася. Вось я б яшчэ дадаў тое, што яна без нейкай там палітычнага досведу, яна, так бы мовіць, зусім з народу, і Лукашенко лічыў, што гэта будзе вельмі лёгкай здабычай, вельмі лёгкай перамогай, і вось ён такі, так бы мовіць, дасведчаны палітык, дасведчаны аратар, ён просто на кантрасце пакажа, што вось гэтыя ўсе вашы дэмакратычныя намаганні, гэтыя ўсе вашыя мары, яны просто вось хто іх увасабляе. Першы раз у гісторыі беларусы сталі ў вялікія чэргі, каб падпісвацца за кожнага, абы не за Лукашэнку. І калі з выбарчай дыстанцыі знялі самага моцнага кандыдата Віктара Бабарыку, Менск да ночы гудзеў у літаральным сэнсе. Я очень верю, что что-то изменится, что-то будет по-другому. Я вышел, как выказать свою солидарность с затрыманным кандидатом у президенты и выказать свое обурение. Сейчас начался уже конкретный беспредел, и надо с этим что-то делать. Но это насколько, я даже в 2010 году не помню такого беспредела, чтобы ставили такие палки в колеса. Гэтыя падзеі занепакоілі сілавікоў. Прапануем вам фрагмент тэлефоннай размовы, якую здабылі кіберпартызаны. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар. Да, по городу вчера было горячо, конечно. Гаворыць камандзір Менскага абласнога атрада АМАП Мікалай Максімовіч. Асоба другога суразмоўцы не высветленая. Там 5 сотрудников с повреждениями телесными, 3 на госпитализацию. По-моему, уже видно, что это, конечно, там смысл в том, что там же видно, что повреждения, подбегали долбоебы, из-под тяжка. Так принцип в том, что они, вот это вот поколение, которое выросло на том, которое считает, что это можно сделать, вот это вот уже дико. Поэтому это надо, конечно, очень жестко подавлять, чтобы, просто у людей порождать животный страх, вот и все. Потому что там правовыми моментами всеми, я скажу так, что это вряд ли возымеет действие. Змену настрояў і атмасферы ў горадзе адчувалі не толькі сілавікі, але і нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексеевич. Я была за городом и все это время до этого и писала новую свою книгу о любви там, и была совершенно в другом пространстве находилась. Вдруг я приезжаю на базар, на Комаровку, и не могу понять, что происходит. Это как будто не мой город. Я подхожу к людям там и говорю, что вы здесь? Они говорят, да, вот я приехала, часто ехала на электричку, такие очереди, все едут, чтобы записи поставить, да, что там 100 тысяч надо набрать было. И я смотрю, и даже прошла эту очередь до конца, к мебельному магазину, туда, вот это, и было понятно. И поскольку я же журналист, я подходила к людям, говорила, и это были какие-то незнакомые мне люди. Потому что раньше у меня было такое ощущение, что у нас ничего не поменяется, что это какая-то кома, в которой мы будем еще долго пребывать. Я говорю и не узнаю людей. И они говорят, да, надо менять, надо что-то делать. Кто угодно, только не он. Все это. Это вообще беспредел полный. Все, я не могу. Прям меня это все. Вот поэтому стою записаться за всех. Но только не за этого человека. Мне почти что 26 лет, и я понимаю, что с каждым годом у нас не прогресс, а регресс. Как сказал наш президент, что если его не выберут, да, он уйдет. А оказывается, сейчас
Он не собирается уходить, он будет держаться за власть своими посиневшими пальцами. Поэтому очень хочется перемен. И мирным путем. И у нас появились кандидаты. Те кандидаты, которым мы поверили, и за которых мы будем голосовать. Улады пачалі імгненна прымаць меры. Пачаліся арышты. Палітыкаў, тых, каго маглі слухаць беларусы, і блогераў, тых, праз каго гэтая камунікацыя вялася. Сілавікі адчувалі рэальныя настроі ў грамадстве і ўсведамлялі, да чаго ўсё гэта можа прывесці. Любой дебил, который подходит с этим телефоном, значит, должен сидеть в тюрьме. Віталь Козлов, першы намеснік начальника УУС Менскага аблвыканкама. Что происходит с тем, кто к сотрудникам ГАИ постоянно пишет, пристает? Его жизнь должна измениться. Он должен вспомнить все свои косяки, все свои штрафы неисполненные, все алименты незаплаченные. Земля под ногами должна гореть. Передачи не должны проходить в ВВС, потому что там запрещенные предметы. Ну и так далее и тому подобное. Все должны узнать, что когда он сидел, его в жопу перли, блин. Ну, то есть, должна появиться такая информация. Если так оно и было. Александр Азараў, які цяпер узначальвае Байпол, арганізацыю былых беларускіх сілавікоў, якія перайшлі на бок народу, улетку 2020 года працаваў у Акадэміі МУС, куды перавёўся з галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыі, альбо сумна вядомы ГУБАЗик. Год до выборов я был преподавателем, и, в принципе, я не видел, каким образом опера уже разрабатывали людей, альтернативных кандидатов. Мы знаем, что ГУБОПИК занимался Тихановским, Бабарикой 100%. Тихановским занималось третье управление, Бабарикой первое управление ГУБОПИКа занималось. Вот я уже не видел, каким образом они разрабатывали их, но по предыдущим кампаниям я помню, что всегда приезжало КГБ в ГУБОПИК, проводили совещания среди руководителей, и КГБ говорило, что, значит, вот возможны акции протеста после выборов, вот есть список лидеров, которые могут вывести людей на улицы, значит, эти люди должны быть задержаны превентивно до начала акций протеста. То есть их желательно вообще утром задержать в день выборов и выпустить тогда, когда выборы закончатся и все люди разойдутся. Раньше ГУБОПИК так активно не занимался, он только работал в последний день, когда происходили выборы. До этого он вообще не участвовал, все мероприятия проводила КГБ. Вот, но здесь мы видим, что ситуация изменилась кардинально, потому что Тихановский был задержан задолго до выборов. То есть ГУБОПИКу была поставлена задача с начала избирательной кампании заняться альтернативными кандидатами, чего раньше никогда не было. То есть власти ожидали чего-то, видимо, понимали, что у альтернативных кандидатов очень большая поддержка. Задача нейтралізаваць Тихановскага была пастаўленая. Міліцэйскія начальнікі пачалі шукаць спосаб, як акуратней гэта зрабіць. Тихановский у тебя? Хуй знает, может у меня. Будешь по нему работать? Ну, блин, если найду. Никто не знает, где он. Хер знает, как по нему работать. У гэтым эпізодзе Віталь Козлов размаўляе з нявысветленым прадстаўніком МУС. Да похуй, блядь, стрим, не стрим, люди, не люди, нахуй. А как еще его, блядь? А я не знаю как. Вот поломаю голову. Я определился, буду, блядь, так, нахуй, блядь. ГАИ останавливает, он в машине, нахуй. Посмотрели, блядь, фильтр, нахуй, блядь, проверили, не проверили, блядь. Он в машине обнаруживаем. Все, начальник МОМ, блядь, подходит в отношении вас, блядь, решение суда, выходите. Ну и дальше тягомотина начинаем. Он не выходит, блядь. Подъезжают, блядь, эти все, блядь, сторонники, блядь. Буду ОМОНом отодвигать, блядь, нахуй. Начальник МОМ будет ебать мозги, блядь. Ну, а дальше что? С машины не выходит, что будем делать? Не видишь. Ну, блядь, дальше уже не знаю, блядь. Ну, так что, ломать машину? Нет, бить не будем, блядь. Почему? Если, блядь, сам не выйдет, нахуй, значит, будем стоять, нахуй. Скрывать автомашину нихуя не скроем, блядь, нахуй. Да. В это время будет стрим висеть, блядь. Ну. Вообще, блядь, по логике, расхуячить стекла, нахуй, доставить его один раз показательно, блядь. И что? Да? Ну, вообще, по логике, возможно, если бы кто-то был там рассудительный, принимал решение нормально, рационально, он бы, может быть, и не задерживал. Працягвае Александр Азараў. Но Лукашенко показал себя таким жестким, что если ты против него, ты садишься в тюрьму.
То есть это у него принцип всех арестовать, чтобы не было альтернативы у граждан. Ну а тут еще люди выстраивались в очередь, чтобы задать свои подписи за этих кандидатов, что было в новинку, такого никогда не было в истории Беларуси, и стояли огромные очереди, которые подписывали за всех альтернативных, кроме Лукашенко. А за Лукашенко ходили под предприятием, правкомы и собирали подписи принудительно. А тут на улицах выстраивались очереди, и это Лукашенко об этом знал, и, соответственно, он понял, что что-то тут не то. І менавіта ў той момант прагучала першае сур'ёзнае папярэджанне Лукашэнкі, якое ён зрабіў на павышаных тонах, выступаючы 4 чэрвеня перад новапрызначаным урадам. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек, все осуждали его, когда умер, на коленях стояли и рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим, некоторые. Но так мы напомним. Он расстреливать людей, что ли, собирается? Ну, дурак. Ну, что можно сказать? Дурак. И такой человек управляет страной 26 лет. Я считаю, что он нас просто запугивает. Он нас предупреждает, что если мы будем высказывать свое мнение, он выведет войска и будет стрелять. То есть это прямая угроза. Дело в том, что мы все знаем за 26, уже 27 лет, что то, что Лукашенко проговаривает, и оно кажется какое-то совершенно нереальное, становится потом реальностью. Процягвае тему Святлана Алексеевич. И это лично меня это очень напугало. И я вспомнила, что когда-то у меня был разговор с одной известной нашей банкиршей, когда Лукашенко первые годы его, и я сказала, что он без крови не уйдет. И она сказала, ну что вы, Светлана, как это вы? И я вспомнила и этот наш разговор, и поняла, что похоже, что так оно и будет. Вот такое было. И уже с того дня мне уже было очень тревожно. Пад рэпрэсіі трапілі не толькі актывісты, але і блогеры, для якіх міліцыянты прадумалі спецыяльныя умовы ўтрымання. Александр Николаевич, условия содержания должны быть отличные, только повернуть на 180 градусов. Гаворыць Мікалай Максімовіч з абласнога АМАПу і тагачасны начальнік стаўпецкага РАУС Александр Каратыш. Говорит, матрас дополнительно затребовал, сейчас ему выдадим. Я говорю, подожди. А вось як на гэта рэагуе Віталь Казлоў, першы намеснік начальніка УС Менскага аблвыканкама. Матрас дополнительный, блядь. Сука, блядь. Блядь. Да. Да, блядь. То есть какие условия содержания? В одиночной камере, значит, самые херовые матрасы, нерваные там, блядь, вшивые, значит, поодиночке сидят. Сейчас даю команду бомжей им найти. О. Хлоркой обрабатывали вчера 3 раза. То есть ты понимаешь все конечно, это, да? Конечно. И это все должно быть однозначно для этой категории всегда. Я понял вас. Адкуль такая цынічная жорсткасць? Святлану Алексеевич гэта не дзівіць. Это советский человек таком... Него, вы знаете, не могут же люди выйти из лагеря и тут же быть свободны. Они всю жизнь были в лагере, да? Не можете закрыть ворота лагеря и считать, что они свободны. Они же ничего не знают. Что они знают? Все, что они знают, это лагерь. Это Лукашенко, Путин. Они строят то, что знают. А знают они только эту лагерную такую советскую систему. Лукашенко зрабіў стаўку на сілу і гвалт. Ён пачаў аб'язджаць вайсковыя часткі і сустракацца з тымі, хто ў выніку абараніў яго ад народу. Эти частки, которые он наведывал, да, он их использовал как раз в подавлении протестов. Александр Азаров, Байпол. То есть он объехал все силы специальных операций, все бригады в Бресте, в Витебске и в Мариной Горке. Пообещал им там поддержку, квартиры дать, увеличить зарплату и так далее. То есть они лично его видели
Он вел себя как сильный лидер, что любят военные. В сложившейся обстановке задача армии и сил спецопераций в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ. Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства. В этом зале присутствуют военнослужащие десантники. Вы – военная элита нашей страны, и вы должны соответствовать критериям этой элиты. Дарэчы, пра эліту. Вайскоўцы менавіта той часткі, дзе прамаўляў Лукашенка, забілі ў берасці удзельніка пратэстаў Геннадзя Шутова. Але пра гэта пазней. Сілавікі не толькі чынілі гвалт, але бралі на сябе функцыі дараднікаў судовай сістэмы. Вчера команды вам были, насколько вот я сейчас знаю, что предпочтительно по рассмотрению, да? Мікалай Максімовіч, УС Менаблвыканкаму і невядомы пакуль супрацоўнік Министерства внутренних справ. То 2 человека согласны? Я думаю, что это будет 10. Те, которые не согласны, 15. Охуенно. Все, сейчас я с судом разговариваю, переговоры, везем сейчас материалы и обозначиваем наши пожелания. Паваротным пунктам выбарчай кампаніі стала нечаканае аб'яднанне 3 альтэрнатыўных штабоў і з'яўленне адзінага апазіцыйнага кандыдата, а дакладней кажучы, кандыдаткі Святланы Ціханаўскай. Пачалася серыя масавых народных сходаў з удзелам Ціханаўскай і яе паплечніц Марыі Калеснікавай і Веранікі Цапкалы. Тысячы людзей у гарадах і мястэчках Беларусі, прамовы, сцягі, песні, авацыі. Усё выглядала проста беспрэцэдэнтна. Сілавікі, вядома ж, не падзялялі гэтай масавай эўфарыі. Виталий Анатольевич, вы уже знаете, что я звоню? Да. Послушайте, там по Несвежу у нас же опять же такая же ситуация. И завтра это вот Великие. Мы используем ту же эту видеосхему, как с вами говорили по столбцам. Представители исполкома, извините, тут нежданно-негаданно это вот это. Поэтому другого места... По Великие там мы, возможно, по основному сейчас работаем. И ничего не состоится. Ну, посмотрим. Понял. Вот, но в любом случае мы готовимся по Великие. У них по Несвеж тоже? В Несвеже, то сегодня, это вот час назад, выставили тут на сайте Бабарики о том, что в 19 часов собираемся на площадке возле молодежного центра. Вот. А туда этот пред уже пригнал тут 2 автокрана. Вот. Не дорабатывает у нас ЖКХ, все прорывает, что там. Ну, так там срочно сцену понадобилось, не уже это демонтировать, потому что планируют большую установить, а поднялись наверх, увидели, что вся крыша дырявая, поэтому сейчас туда шифер это завозят и все остальное. Не, ну все ж надо. Ну так надо же, пока сухая погода стоит. Улады ахапіла ледзь не гістэрыка. Дайшло да таго, што ў нейкі момант галоўным ворагам назвалі Расею, якая нібыта планавала ліквідацыю Лукашэнкі. Цитата с белорусской телевизии. Напомню, накануне от правоохранителей стало известно, что в нашу страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Группу из 32 человек задержали под Минском, еще одного на юге страны. Все они граждане России, которые работали на частную военную компанию «Вагнер», известную участием в конфликтах в Сирии, Украине и других государствах. Тым часам дзень выбараў няўхільна набліжаўся. Напярэдадні дня галасавання адбылася важная нарада, на якой сілавікам фактычна развязали руки. Там было совещание высокое. Вот. Могу предположить, что одно из направлений придаст уверенности нам в тактике действий, в том, чтобы мы физически не стеснялись работать. Это я так думаю. Ігор Падвойскі, намеснік начальніка галоўнага ўправлення ўнутраных спраў Менгарвыканкама, Віталь Козлоў з управлення ўнутраных справаў Менаблвыканкама. А Стелла что ты планируешь? Стеллу планируют. Они призывают, Да, они призывают. 200 человек собралось, начну сразу работать. Нацеливают там смежники, там говорят, дайте, пускай там 5000 каких соберется. Я говорю, точно, нахуй, 200 человек собралось, и все, и погнали. И будем хуярить. И буду хуярить с избирательных участков, тоже не стесняюсь. Я тоже. Хуярил их сегодня.
Велосипедист. Нахуя нахуярил? Ігор Падвойскі і Віталь Козлов. А не совсем. Человек 70. Блядь, ну сейчас упахался, блядь, потому что, понимаешь, они как начали в 19:00 дудеть уёбки, блядь, тоже приезжали со всей страны, нахуй. Да, я видел. Ну, потом, блядь, начал грузить там, блядь, этих. Сидит кобыла размалеванная, блядь, в Ситроене на этом самом, на российском учете, блядь. Давай разъясняй мне права. Открываю дверь, нахуй, за волосы вытянул с машины, блядь. Это самое, ногой дал, блядь, ОМОНовцам. Говорю, я как начал орать там, блядь, палец мне вывернула, сука. Да? Ну. Чуть-чуть, но ничего. Чуть-чуть осталось, братишка, нам. Завтра вы дадите, и мы дадим? Да. Блядь. Заўтра было 9 жніўня, якое пачало новы адлік гісторыі Беларусі. Але пра гэта у наступнай частцы нашага падкасту. Над падкастам працавалі Дмітрый Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, гукарэжысэр Зміцер Волошкін, кансультант Глен Кейтс.